Добрый день. Началась акция «Путь к дому», помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И сегодня, пока акцию подходят люди и им оказывается помощь, мы поговорим с представителем, правильно, общественной организации «Алмаз», или правильно, реабилитационный центр «Алмаз» Серафим Серафимовичем. Серафим Серафимович, вот сегодня с вами вот люди подошли. Что это за люди? Я так понимаю, это все участники этой акции, да? Да, это мои парни, которые проходят у меня реабилитацию. С четвертой акции к нам подошли Павел и Игорь. Да. И вот сегодня они уже участвуют в акции как уже волонтеры и настраивают своих друзей уже пройти реабилитацию, вот, войти в общество. Вообще, сложно было попасть на эту акцию, как вы считаете? Когда вы начинали, было же сложнее все? Конечно, было сложнее, но по словам, ну, может, они сами расскажут, что как. Ну, расскажите нам, вот, акция, она дала какие-то, может, не результаты, вам же действительно нужно человеку, который попал в трудную жизненную ситуацию, какой-то толчок или пример, или просто отношения? Ну, я думаю, что так желательно бы отношения в основном. Потом само желание еще, во-первых. Она как бы хочется жить, как бы возродиться к обществу поближе, а не так, как говорится, опускаться на дно. Вот. Я вот думаю, что как бы нужно желание в основном и отношения. Но в основном же бич вот этих вещей это алкоголь, да? Да, алкоголь. Но это дело, как говорится, как вам объяснить? Как начинаешь привыкать к нему, так же и можно отказаться. Это точно? Это вы уже проверили? Это, как бы я вам сказал, уже на небольшом таком маленьком, только начинающем опыте. А как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь, а вообще вот об акции вы как узнали, как попали, да? Случайно, как бы от знакомых, люди проходили там, общался, все, говорит, акция. Я вот недавно, можно сказать, как бы визитку принесли с номером телефона. Я просто пока с рукой был ломаный, так чуть-чуть, маленько адаптировался, как бы восстановился. Думаю, надо все-таки остановиться. И позвонил Серафим Серафимович. Обговорились, там все, встречу, вот это все на свете. Как бы вот, сразу с людьми вот познакомился тоже. Вот с людьми просто интересно, а вы как вас зовут? Меня Евгений зовут, я уже 2,5 года в Алмазе. На моем счету это 4-я акция. Я участник уже. А вот хотелось бы как участнику, есть ли какие-то проблемы положительные, какие-то советы вот для этой акции? Или же... Ну, самое главное мотивировать человека на ЗОЖ. А вот с точки зрения опытного участника, вот это взаимодействие между нашими людьми, имеется в виду ведомство, заметили, что здесь и медики, и МВД, и паспортный стол, это как вот на ваш Это удобно для человека, в первую очередь, который оказался без документов. Временные паспорта, опять же, удостоверения, там что-то, флюорография, это все нужно. Нужно? Да. А вы как попали, как вас зовут? Я попал тоже по акции, вот как сегодня. Я, по слухам, по сарафанному, так сказать, радио узнал и подошел. Я сам осознанно подошел. Меня никто не принуждал прийти сюда, я сам, мне надо было это. Чтобы на ноги подняться, встать. А многие говорят, что приходят иногда, чтобы поесть и просто да, есть такие, я знаю, что есть такие, да. Но я-то подошел именно за помощью. Это надо, чтобы человек сам осознал это, что ему нужна помощь. И от человека тоже зависит, от самого человека. И хотелось бы узнать, вы нашли то, что искали, или точнее, на первом этапе, что нужно человеку от акции? Вот когда вы пришли, да? Мое ощущение, что от репцентра «Алмаз» это то, что они реально помогают людям, реально помогают. Я, например, уже восстановил паспорт, я вот недавно тут, с марта месяца, да, так сказать, и уже мне уже восстановили паспорт. Вот и им благодарность за это, кстати.
вот Серафим Серафимовичу. А вообще хотелось бы узнать, да, в принципе, про реабилитационный центр, чем он для вас подходит, так скажем, Алмаз реабилитационный центр. Вот чем он удобен для вас? Что вы там для себя, что какую-то частичку нашли, да? Ну, как бы я бы, допустим, как бы нашел бы, как бы семью вспомнил. Вот, сплоченность большой, как в семье было, вот то же самое. А не так вот, как говорится, там, сегодня ты друг, а завтра ты не друг, вот было, как у меня, допустим. А тут как бы каждый день, как семья, вот одна большая семья, допустим. В качестве вот руководства, да, вот Серафим Серафимовича, вот. Там у нас психолог вот есть, Тамара Петровна. Вообще с ней приятно вообще общаться, поговорить на жизненную тему. Вот с товарищами, вот сейчас с товарищами. Вообще прекрасно. Общий язык находишь. Я говорю, как в семье, натуральным образом в семье. Так вот я могу только сказать. А вот для вас У нас у всех одна проблема, которая решается сообща только. В одиночку ни в коем разе. Вот обсудили что-то, поговорили вечерами, там, кто там, как там собрался. У кого какие проблемы обсудили, как решить вместе подумали. У кого-то тяга появляется, там, останавливаем. Все равно семья, не живем по-семейному. А у вас, когда первый в реабилитационный центр попали, он же, наверное, вы в других местах тоже были? Были, да, бывал. Но там не так. Там совсем другие у них. Другая помощь совсем. Вообще, Тут можно немного подробно рассказать нам, вы сейчас тоже в этой акции участвуете, но ведь вы же уже, ребята сказали, что вы отличаетесь от других центров, потому что у вас есть, как бы это сказать, У нас своя методика, комплексный подход. Мы работаем с государственными органами. У нас психологи, за нами все следят, и МВД, и Минздрав. Первую медицинскую интоксикацию они проходят в РНД. Парни, которые попадают к нам, у всех уже проблемы с алкозависимостью. Потом уже приходят к нам, уже люди мотивированы. даже есть и вкуснаправленность. Немногие же люди Да, у нас адаптироваться, например, в городской среде. Да, у нас программа проходит год, и вот начинается с ресоциализации. Ресоциализация проходит в сельскохозяйственной реабилитационной коммуне 6 месяцев и 6 месяцев социальной реабилитации. Нет, ну я имел в виду, у вас есть сельхозкооператив, Да. Я не знаю, как правильно. Сельскохозяйственная реабилитационная коммуна называется наша организация, которая находится в Кобяйском Луте, село Орла. У нас уже 100 голов коров, еврокоровник. Предстоит и работать. Но в основном на этом хозяйстве и мы держимся. Ну это же как раз-то тех людей, которые были из Урмусов, которые знают землю, да? Но все равно Нет, у нас и городские парни, которые Я вот там полгода был. Я не знал, с какой стороны к корове подойти. Через неделю я уже сам даю. Аппаратами, конечно, но все равно. Это правда, Серафим? Я не знал, что такое корова. Это методика, которая используется во всем мире. Да? Это трудотерапия, и анималотерапия. И появляются трудовые навыки у человека, потерянные, когда они ввели такой образ жизни. Он совершенно которые сейчас находятся на улице люди, да, у них и по психологическим отклонениям и признаки бродяжничества, это тоже болезнь психологическая, алкозависимость, все на свете. И все это, лечится, это психологические болезни. Над этим надо работать и работать. И хотелось бы узнать, какие вы слова сказали акции, «Путь к дому», инициированные, полномочия по правам человека, может быть, еще что-то? Сардане Михайловне, организатору этой организации, акции, огромное спасибо, махтал от всего народа. И акция уже положительные результаты есть. И будем работать над этим, чтобы акция проходила каждый, чтобы не сгасла, дальше и работала. Вот еще раз я показываю героев, которые уже от акции получили определенную жизненную, так сказать, оценку, нашли свой путь к дому. Но мы продолжим чуть позже.
А акция продолжается, люди подходят.